Президент Республики Таджикистан, Его Превосходительство, уважаемый Эмомали Рахмон, и президент Республики Узбекистан, Его Превосходительство, уважаемый Шавкат Мирамонович Мирзиёев. Слово предоставляется президенту Республики Таджикистан, Его Превосходительству, уважаемому Эмомали Рахмону. Саламат бошед, саламат. Ҷаноби олӣ, Президенти Ҷумҳурии Ӯзбекистон, бародари азиз, муҳтарам Шавкат Мирамонович Мирзиёев, дӯстони арҷуманд ва меҳмонони гиромӣ. Шодем, ки имрӯз бародар ва дӯсти азизи мо, Президенти Ҷумҳурии Ӯзбекистон Шавкат Мирамонович Мирзиёев меҳмони олиқадри мо мебошад. با کمال خوشحالی از نام مردم و حکومت جمهوری تاجیکستان مهمانان عزیز ازبکستانی را خوش آمدید میگویم. جناب عالی‌قدر O'zbekiston Respublikasining Prezidenti Shavkat Miramonovich Mirziyoyev, Tojikistonga xush kelibsiz. Qadamlaringizga hasanot. Salomat bo'lishing. Salomat bo'lishing. Дорогой Шавкат Мирамонович, уважаемые друзья, история взаимоотношений таджикского и узбекского народов имеет глубокие корни и славные традиции добрососедства, взаимоподдержки и взаимовыручки. Между нашими предками в течение долгого исторического периода произошел синтез во всех сферах жизни. Результатом этого исторического процесса является духовно-психологическая близость, глубокое укоренение в сознании многих наших поколений, общностей, моральных и культурных ценностей. История показывает, что совместное проживание в едином культурном и цивилизационном пространстве стало фактором сближения наших народов. Наши предки внесли огромный вклад в развитие мировой науки, поэзии и прозы. Строили города и архитектурные объекты, имеющие цивилизационный характер. Нас объединяет богатое духовное и культурное наследие, признанное во всем мире.
Богатое наследие наших народов накладывает на нас, политиков, обязанность беречь и множить те отношения, которые установили наши предки, всячески укреплять и обогащать атмосферу дружбы и согласия для будущих поколений, как это делали Маулана Абдурахман Джами и Мир Алишер Наваи. Основоположник новейшей таджикской и узбекской литературы Устад Садриддин Айни сказал следующее. Джами и Наваи были единомышленниками в подходах к основным проблемам своего времени и решали их при взаимной поддержке. Уважаемые друзья, благодаря твердой политической воле и поддержке наших народов, Таджикистан и Узбекистан смогли вывести свои отношения дружбы, добрососедства и сотрудничества на качественно новый уровень. Между нашими странами установлен самый высокий уровень межгосударственных отношений стратегического партнерства. Сегодня Таджикистан и Узбекистан уверенно двигаются вперед, поступательно развивая отношения во всех сферах жизни общества. За короткий период мы сняли не только, казалось бы, неразрешимые вопросы, которые накопились за долгие годы, но и укрепили в нашем общем доме Центральной Азии атмосферу доверия и сотрудничества. В этом большая личная заслуга моего дорогого друга и брата, уважаемого Шавката Мирамоновича Мирзияева, создавшего все необходимые условия для обеспечения качественного прорыва в таджикско-узбекских отношениях. Уверен, что сегодняшний официальный визит президента Республики Узбекистан в Таджикистан придаст дополнительный импульс дальнейшему углублению и расширению взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям. Дорогие друзья, в прошлом году мир столкнулся с невиданным по масштабам испытанием, связанным с пандемией коронавируса. Несмотря на свои трудности, Узбекистан поставил братское плечо нашему народу. Благодарный таджикский народ не забудет, дорогой Шавкат Мирамонович, оказанную помощь в виде медицинских средств, мобильного госпиталя, а также направление бригады опытных врачей-вирусологов в Таджикистан. Хотел бы от имени таджикского народа и от себя лично выразить вам, мой дорогой брат, глубокую признательность за содействие и помощь в преодолении последствий пандемии. Все это говорит о доброте и великодушии братского узбекского народа и мудрости его достойного сына Шавката Мирамоновича. Дорогие друзья, в последние годы мы являемся свидетелями масштабных реформ, проводимых в братском Узбекистане. Они способствовали достижению в дружественной нам стране высоких результатов развития во всех сферах жизнедеятельности. Народ Таджикистана искренне радуется достижениям братского узбекского народа, своего близкого соседа. Дорогой Шавкат Мирамонович, благодаря нашим с вами усилиям народы наших стран вкушают сегодня сладкие плоды братских взаимоотношений. Мы с уверенностью и оптимизмом смотрим в будущее таджикско-узбекских отношений.
Я желаю братскому узбекскому народу дальнейших успехов, мира и процветания. И пользуясь приятной возможностью, дорогой Шавкат Мирамонович, с большой радостью хотел бы выполнить приятную миссию. Указ президента Республики Таджикистан о награждении президента Республики Узбекистан Мирзоева Шавката Мирамоновича орденом за Ринточ первой степени. В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю за выдающиеся заслуги по укреплению межгосударственных отношений, расширению дружественных и добрососедских связей между таджикским и узбекским народами, развитию взаимовыгодного торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан, наградит президента Республики Узбекистан Мирзоева Шавката Мирамоновича орденом за Ринточ первой степени. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, город Душанбе, 10 июня 2021 года. Слово предоставляется президенту Республики Узбекистан, его превосходительству, уважаемому Шавкату Мирамоновичу Мирзиёеву. Katta rahmat. Assalomu alaykum, qadrli do'stlar. Muhtaram Emomali Sharipovich, do'stoni aziz, birodaroni muhtaram. Siz azizlarga va sizlarning timsolingizda do'st va qardosh Tojikiston xalqiga o'z nomimdan, ko'p millatli O'zbekiston xalqi nomidan cheksiz hurmat va ehtiromimni izhor etishga ruxsat bergaysizlar. Rahmat. با اجازت شما و در سیمای شمایان به مردم برادر تاجیکستان از نام خودم و مردم ازبکستان حرمت و احترام اظهار نمایم. Bugün mehmondo'st Tojikiston zaminida ushbu muhtasham saroyda do'stlik oqshomi deb nom olgan san'at bayramida qatnashayotganimizdan behad mamnunmiz.
Дорогой Имамали Шарипович, дорогие таджикские друзья, мне доставляет удовольствие еще раз выразить вам свою искреннюю благодарность за вручение мне такой высокой государственной награды Таджикистана. Это большая честь для меня и всего узбекского народа. Я рассматриваю этот орден как подтверждение эффективности проводимой нами совместно, дорогим Имамали Шариповичем, политики стратегического партнерства и вечной дружбы Узбекистана и Таджикистана. Столь высокая награда является выражением большого уважения и доверия, признания и оценки наших общих усилий по укреплению многовековых уз братства и добрососедства между нашими народами. Я еще раз, дорогой Имамали Шарипович, это большая награда. Я искренне говорю, потому что сегодня и узбекский народ, и народ Таджикистана на самом деле оценивают тот эффективный, плодотворный политический воли двух руководителей Таджикистана и Узбекистана, которые достигли вот таких отношений, которые достигли стратегического партнерства. Еще раз искренне благодарен за вручение столь высокой награды такого ордена. Это говорит о том, что сегодня весь народ Узбекистана услышит сейчас. Это дает еще раз нам большую мотивацию, большую энергию в воплощении тех задач, которые мы сегодня поставили. Яна bir marta katta rahmat. Уважаемые участники и гости вечера, Республика Таджикистан – наш ближайший сосед и надежный друг. Одна у нас священная земля и вода, одна религия, история и судьба – одни заботы, радости и тревоги. В подтверждение этой исторической правды хочу привести слова выдающего государственного и политического деятеля Джаббара Расуловича Расулова. Сама жизнь и история является свидетелем того, как тесно взаимосвязаны судьбы народов Таджикистана и Узбекистана. Как созвучны этим мудрым мыслям искренние слова выдающего государственного и политического деятеля Шарафа Рашидовича Рашидова. Узбеки и таджики – это два крыла одной птицы. Действительно, только вместе, поддерживая друг друга, развивая взаимовыгодное сотрудничество, мы сможем достичь наших самых заветных целей. Мы всегда должны быть друг другу опорой, плечом к плечу преодолевать любые трудности и испытания. Наша сплоченность и братство сегодня придают нам огромные силы и уверенность в свершении благих дел, служит прочной основой для сохранения мира и спокойствия в наших домах и обширном регионе Центральной Азии. Именно наша дружба
стала важным источником современного, прагматичного и конструктивного политического курса наших стран. В последние годы в наших двусторонних отношениях произошли колоссальные исторические изменения. Сегодня их ощущают в своей повседневной жизни миллионы людей и в Узбекистане, и в Таджикистане. Это воплощение новой модели. Не было такой модели. Совершенно новой атмосферы. Не было этого атмосферы. Узбекско-таджикские отношения. Самое главное, все наши усилия и практические дела полностью отвечают насущим интересам и чаянным народов Таджикистана и Узбекистана. Хочу выразить искреннюю признательность президенту Таджикистана, дорогому другу и брату моему, Имамали Шариповичу Рахмону, за огромный личный вклад в развитие и укрепление стратегического партнерства и вечной дружбы и наших братских отношений. Не было бы этих отношений, не было бы взаимосвязанности, не было бы химии между руководителями, не было бы политической воли, не было бы сегодняшних успехов и сегодняшнего вечера дружбы. Мы бесконечно дорожим этими связями и будем неустанно стремиться к дальнейшему углублению многогранных отношений с Таджикистаном. Уважаемые друзья, у нас в Узбекистане говорят «Куй якын, куй, охань якын, дил якын» deyishadi bizda. То есть музыка, если музыка и песни народов близки, значит, близки их сердца и душа. Когда я слышу таджикские мелодии, бессмертные макомы, словно оживает сама история братского народа, великие события, возникновение городов, прекрасных памятников зодчества и культуры, жизнь и деятельность выдающихся личностей, властителей и полководцев, поэтов и мыслителей, духовных наставников. Народ Таджикистана на протяжении своей тысячелетней истории видел немало светлых и горестных дней. Однако никакие испытания судьбы, стихийные бедствия, жизненные трудности не смогли поколебать стойкость его духа, его благородства и величия. Современный Таджикистан располагает богатейшими природными минерально-сырьевыми ресурсами, большим научным и интеллектуальным и духовным потенциалом. Но самое главное богатство страны – это открытый, гостеприимный, трудолюбивый и гордый народ, уверенно идущий по пути преобразования и обновления. Сегодня я и вся наша делегация, сегодня весь Узбекистан знает, что мы с визитом на благодатной земле Таджикистана. Мы еще раз, и я еще раз убеждаюсь, насколько близки наши взгляды и миропонимание, духовные и нравственные ценности, уклад жизни, менталитет и культура, национальные обычаи и традиции. Скажите сами, дорогие друзья, есть ли еще в мире столь близкие и дружественные народы? Я думаю, никто на этот вопрос не ответит по-другому,
нет и не может быть. Отрадно, что именно на основе таких высоких нравственных устоев, скрепляющих наше богатство, на лучших образцах национального, классического и современного искусства формируется, развивается сегодня интеллектуальный и духовный мир нашей молодежи. Совместный концерт мастеров искусства Таджикистана и Узбекистана, который стал нашей доброй традицией, это яркое воплощение вечной, искренней дружбы народов двух стран. Сегодня талантливые узбекские и таджикские артисты вместе демонстрируют богатство, разнообразие, самобытность и в то же время общность наших культур. И если человеку свойственно возводить разные границы, то искусство не знает границ. Его великая миссия – объединять людей, быть ближе друг к другу, жить в мире и согласии. Вековая заветная мечта и искреннее стремление наших народов. И мы, руководители двух государств, будем и дальше делать все для этого возможное. Наш общий долг – сохранить мир и спокойствие, обеспечить стабильное и устойчивое развитие наших стран ради будущих поколений. Глубоко убежден, что нынешний официальный визит в дружественный Таджикистан и достигнутые сегодня договоренности еще больше укрепят отношения добрососедства и стратегического партнерства между нашими народами и странами. Как сказал великий поэт Узбекистана Абдулла Арипов, «Досту қардош азалдан, o'zbegim tojik bilan, ikkisi bir bayt g'azaldan, o'zbegim tojik bilan, qanday qiyos aylay men, bu shirin do'stlik so'zin, totlidir boldan, asaldan, o'zbegim tojik bilan». Разве можно лучше сказать? Это только могут Божьим даром поэты говорит. Я не поэт, но если дадите время, я бы тоже сочинил бы стихи, но для этого нужно время. Рахмат. Пользуясь случаем, еще раз искренне желаю вам и всему дружественному народу Таджикистана мира, благополучия и дальнейшего процветания. Рахматы калон, достани азиз.